Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами как всегда ваша Ольга. И давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. В центре каких событий вам суждено оказаться в ближайшие 7 дней? Также всех вас сердечно благодарю за ваши просмотры, за ваши добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваше участие. Земной вам поклон. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы моими руками мы откроем вам то, что сейчас нам скрыто, то, что знаете. Так, в центре каких событий вам суждено оказаться в ближайшие 7 дней? Ну, начнем мы с какой-то очереди. Я вас, мои хорошие, поздравляю. Ваша очередь пришла, да? Либо до вас дошла очередь. Чего-то вы очень-очень долго ждали, за что-то вы очень сильно переживали. Знаете, прям до нервной такой тряски переживали. То есть на ваших глазах что-то происходило, хорошее, положительное, доброе, но не с вами, а с другими людьми. А вы ведь тоже очень сильно хотели. И вы просили, и вы надеялись, и вы ждали. Ждали очень долго, как-то незаконно очень долго. И вот, наконец-таки, ваша очередь пришла. Наконец-таки и вы, вот этот позитивчик, либо какое-то добро, либо какую-то помощь, может быть, денежку, да, вы, наконец-таки, получите. Будете очень сильно довольны и прям, да, так и скажете. Не зря ждала, да, либо слава богу, наконец-таки я дождалась. Так, следующий момент связан с каким-то знакомством. Случайное знакомство влияет на вашу жизнь и у кого-то даже на судьбу. Здесь как судьба сама сведет, либо сама подведет, либо вас подведут к нужному человеку, либо нужного человека подведут к вам. Слушайте, знакомство просто замечательное. Знакомство вот как по волшебству идет, да, вот приятно будет с человеком общаться, человек интересен. И опять же, почему-то идет какая-то польза от этого знакомства. То есть вы получаете свою пользу и даже, возможно, выгоду. Может быть, это обоюдно будет, а может быть и односторонне, но в вашу сторону как бы идет. Человек очень положительный, человек очень порядочный и очень ответственный. Я не могу сказать, это про любовь, либо про личные взаимоотношения, но тем не менее, что идет, то идет. Знакомство прям в руку идет вам. Так, дальше. Какое-то кольцо, кольцо необычной формы. Мои хорошие, то ли вы в подарок получите, то ли вы сами себе присмотрите такое кольцо, то ли, может быть, даже найдете такое кольцо. Очень необычная форма, и вы знаете, в этом кольце есть какой-то тайный смысл. Если вы вдруг, давайте так договоримся, вдруг вы где-то будете находиться, и, ну, например, там магазины, как бы торговые ряды, и увидите очень необычное кольцо, и вас прям потянет к этому кольцу, знаете, что это кольцо вас выбирает. Это кольцо можно сделать очень хорошим, надежным и добрым оберегом. Если вам кто-то передаст, подарит, передаст, может быть, родственники вам дадут какое-нибудь старинное родовое кольцо, либо просто кольцо, мои хорошие, опять же, постарайтесь и сделайте из него себе оберег. Если найдете кольцо, почистите и только после этого делайте из него оберег. Прям такое интересное вышло. Дальше человек с рогами вышел. Человек с рогами, который пытается вас как бодать этими рогами. Либо бодает периодически. В прошлом, может быть, бодал. Да, вот какие-то вы колющие такие удары от этого человека получали. Смотрите, этот человек вас бодал не просто так. Скорее всего, человек вас критиковал и критиковал, ну, по справедливости, да, по справедливости. Смотрите, этих боданий станет намного меньше. Либо человек вам признается, скажет, ну, понимаешь, я тебя критиковал не потому, что я против тебя, а потому, что я хотел тебе помочь, хотел раскрыть глаза на какие-то твои упущения, на какие-то твои промахи, да, как обучал тебя, обучал, либо обучала. У вас состоится очень доверительный разговор. Вы к этому человеку прям проникнетесь. И все свои старые обиды на этого человека, ну, вылетят, просто испарятся из вашей головы. Будете даже этому человеку благодарны за такую, пусть и жесткую, но науку.
Так, с левой стороны неожиданные события. Но здесь два человека целуются у вас на глазах, либо перед вашими глазами. Честно скажу, это неприятное зрелище будет для вас. То ли вы врасплох кого-то застанете, то ли люди вот перестанут скрывать свою любовь, свои отношения. Почему вам будет неприятно, я не могу сказать. Но я могу предположить, может быть, какой-то бывший, может быть, кто-то из ваших родных. Да? Ну, например, у вас есть девочка, которая нашла себе парня, да, и вот они поцелуются, а вы скажете: боже, ну это же моя маленькая девочка, ну как же так, уже выросла, непонятно, что за парень, что там дальше будет. Да, и такие моменты могут быть. Мои хорошие, не надо негативить, и понимайте, что это жизнь. Жизнь идет, развивается. Понятно, что и дети быстро взрослеют, и бывшие находят себе новых там пассий. Вот, это нормально, это естественно. Пожелайте мысленно любви и удачи этим людям. И все, отвернитесь и идите своей дорогой. Так, еще. Здесь вы какие-то сплетни о себе узнаете. Услышите, кто-то вам передаст. Это сплетни, и причем сплетни, где какой-то элемент правды присутствует. Вот, например, да, люди могут сказать, что видели вас там-то, там-то, с тем-то, тем-то. Да, вы там были, но вы там были одна. Понимаете? И вы прям в шоке, вам так неприятно, и вы думаете: ну кто может это делать? А я вам скажу, кто это делает. Это делает ваше доверенное лицо. То есть человек, с кем вы постоянно общаетесь, и кто в курсе всех ваших событий. Зачем это делает? Скорее всего, ради мести. Обида, месть, знаете, вот такое желчное состояние. Специально, потому что у вас авторитет, потому что у вас репутация незапятнанная, а вашему доверенному лицу это противно, это невыносимо. Думает: ах, сейчас я тебя проучу, сейчас я про тебя все расскажу, да, с мельчайшими подробностями. Ну, мельчайшие подробности, они все будут придуманы. Мои хорошие, вам наука: не болтать и секретиками своими ни с кем не делиться. И даже не просто секретами, планами, действиями ни с кем не делиться. Вот живете своей жизнью, ну и живите, понимаете? А вот рассказывать обо всем не стоит, иначе вся информация может использована быть против вас. Либо вот так перекручена, накручена и подана под другим соусом. Неприятно. Это доверенное лицо, подруга либо родственница. А вас распространяют такие вот сплетни. Так, идем дальше. В доме, в семье. Здесь мужчина как-то отличится. Причем с минусовым знаком. Что-то накуролесит, что-то натворит, что-то, может быть, там сломает, испортит. Какой-то вред, либо ущерб даже причинит. Ну, случайно, не специально, случайно. Вы уж там сильно не ругайте, поймите, что со всеми бывает. Да? То есть человек не имел злого умысла что-то испортить, либо разбить. Да, ну руки не удержали, либо, ну вот случайно, да, случайно он это сделал. Не надо сильно ругаться и помните, всегда помните, что вещи приходящие, уходящие, а отношения нужно пытаться сохранять до последнего. Да? Вот хорошие отношения, хороший климат в семье. Может быть, это не первый случай, да, и может быть, действительно накипело, наболело. Но, девушки, давайте договоримся так. Вы друг другу не чужие, вам с друг другом жить, поэтому давайте сокращайте количество конфликтов, и все он понимает. Ну, сломал, сделает, да, либо если не сделает, то новое купит. Ну, а вот эти нервы, потраченные друг на друга, да, вот эти крики, вопли, обвинения, они ведь, понимаете, не несут никакого позитивного значения, только вот расшатывают нервы и осложняют ваши взаимоотношения. Так, дальше идем. Кто-то на больничный пойдет. Простуда, либо вот эти всякие ОРЗ, ОРВИ, такое состояние. Мои хорошие, прям пойдете, и это правильно. Лучше побыть дома, пару дней полежать в постели, да, набраться сил, обильное питье, употребление медикаментов, либо лечебных каких-нибудь составов, трав, смотря чего вы придерживаетесь. Это лучше, чем бегать по городу, там, на работу, сломя голову, и еще больше простужаться, либо ухудшать свое самочувствие.
Воспользуйтесь этим временем для того, чтобы, во-первых, выдохнуть, отдохнуть, а во-вторых, поправить свое здоровье. Больничный вижу. Больничный, либо вы так и говорите: все, я пару дней дома, потому что приболела. Так, следующий момент связан с обязанностями. У вас есть какие-то обязанности, которых очень много, и вам тяжело их нести на своей спине, да, на своих руках. Здесь как руки начинают опускаться, вы начинаете нервничать и, возможно, даже поведете себя достаточно грозно, да, скажете: ну сколько можно, я же не могу сама все на себе тащить. Здесь вы будете очень недовольны и, скорее всего, будете высказывать. Опять же, может быть, на работе такая ситуация, может быть, в семье такая ситуация. Но вы настроены на то, чтобы с себя скинуть хотя бы половину этих обязанностей и немножечко себе облегчение дать. Это очень правильно. Так держать, но выбирайте более какой-нибудь менее агрессивный тон. Да, либо слова подбирайте так, чтобы людей не обидеть. Если вы просто попросите, да, спокойно скажете, что мне тяжело, я устала, я не могу все делать одна, ваши близкие сами вызовутся вам помочь. А если там кричать на всех и говорить: ах, вы такие паразиты, все на меня повесили, люди тоже могут становиться в оборонительную позицию. И опять же, конфликт вам не нужен, да, противостояние вам ни к чему. Старайтесь подбирать правильные слова. Я вижу, что вы разгрузитесь, и, по крайней мере, половину каких-то обязанностей вы с себя сбрасываете. Так, следующий момент. Почему-то мне здесь показывают очень много дорог, которых вы не планировали. Не думали, не планировали, но события будут разворачиваться таким образом, что вам придется куда-то либо ездить, либо ходить. Да, это малоприятно, особенно если погода не очень, особенно если вы себя чувствуете неважно, но тем не менее вы будете это делать и будете делать весьма успешно. Там, где у других не получается, у вас все будет выходить прям с первого раза. Да. С первого раза. И люди, да, будут к вам прислушиваться, будут спрашивать, как ты это сделала, что ты сделала, с кем ты говорила, а как нужно это все делать. То есть вы еще и будете давать людям консультации. Так, на работе. На работе какое-то мероприятие, то есть люди будут собираться, какой-то сабантуйчик. Может быть, у кого-то день рождения, там, юбилей, на пенсию кого-то будете провожать. Может быть, даже корпоратив какой-то у вас будет проходить. Что-то люди будут отмечать, будут выпивать. В принципе, ничего особенного, но кто-то из ваших коллег может перебрать и по пьяной лавочке какие-то откровения, которые вас шокируют. Например, там, мужчина может сказать: ты знаешь, я тебя люблю, там, либо да, я тебя хочу, либо там, кто-то против тебя что-то делает, затевает, там, то-то, да, какие-то тайны, какие-то секреты всплывут. Вы будете сидеть, слушать, краснеть, переживать, даже немножко нервничать. Мои хорошие, всегда помните, что у трезвого в голове, то у пьяного на языке. Но, опять же, человек под парами алкоголя может приукрашать события и ситуации. То есть делайте какой-то минус, да, скидочку такую делайте. Узнаете, что-то узнаете, прям такое скандальное. Да, обратите на эти знания внимание. Возможно, что-то из этого вы можете использовать для себя в своих целях, для своей пользы. Так, еще люди, которые работают с клиентами. Клиенты, да, вы обслуживаете клиентов, работаете с клиентом, у вас ваши личные клиенты, у вас какие-то волны идут. То густо, то пусто, то густо, то пусто. В моменты, когда пусто, вы скучаете, в моменты, когда густо, вы готовы волком быть, потому что тяжело, реально тяжело, и надо всем угодить. И это же общение, живое общение. А кто услуги оказывает, то еще ж надо угодить услугой. Будет немножко тяжело, но вот прям волнообразно у вас идет работа. Если вы научитесь отдыхать, да, пользоваться этим моментом, когда у вас волна спадает, да, и прям действительно отдыхать, посвящать время себе, своему отдыху, то когда вы идете на пик волны, то есть, в принципе, у вас будет хватать. Уделяйте время себе, своему полноценному отдыху и питайтесь правильно. Потому что энергетику человек, если не может вырабатывать сам, то в основном берет из еды.
Ну, если вы, конечно, не энергетический вампир. Если вы вампиры, то вы будете брать из тех, кто вас окружает. И так обычно мы берем с еды. Видели полных людей? Людей, которые вроде как все время на диетах сидят, но при этом поправляются. Это люди, которые добирают свою энергетику из еды. Из еды. Да, они берут энергетику, но при этом калории все откладываются на боках, на попе, ну и на прочих частях тела. Поэтому питайтесь правильно. Закупитесь там, не знаю, зеленью, всякими там этими листовыми салатами, гречечки себе там возьмите побольше, да, чтобы вы могли как гасить свою нужду в энергетике, но при этом не поправляться. Особенно девочки, кому это актуально. Так, дальше момент. Здесь птичка, причем птичка очень красивая, но у нее что-то хвостик короткий, но при этом у нее в руках как щит. То есть это какое-то письмо, это какое-то сообщение с обещанием защиты, либо предоставлением защиты. Опять же, вы все разные, у каждого своя ситуация. Но эта птичка, она летит. Она летит, может быть, знаете, как без предупреждения прилетит, либо прилетит в тот час, когда вы ее не ждали. Здесь защита. Вы будете обеспечены защитой, либо вам дадут защиту, либо вы попадете под защиту. То есть как одобрение идет. Может, у вас какие-то неприятности были, может быть, вы где-то обращались, запрашивали, да, что помогли, защитили. То есть вам тут одобрят 100%. С другой стороны, у вас вышел мужчина с копеечкой в руках. То есть мужчина будет давать вам деньги. Либо это ваш мужчина, который приносит зарплату, либо это, может быть, какой-то знакомый мужчина, который помогает вам деньгами, либо это ваш, например, работодатель, да, который выдает вам зарплату. Так, и денежка будет больше, чем обычно, либо больше, чем обещано, либо больше, чем вы, например, попросили. Это тоже очень хорошо. Так, и еще момент. В самом венце у вас ангел, голубь, да, видите, расправил крылья. Если вы переживаете за себя, за своих близких, либо в какой-то действительно очень сложной ситуации оказались, то есть просите защиты у высших сил, либо надеетесь на защиту высших сил, то вам она будет дана. И вы это будете чувствовать, прям чувствовать, ощущать присутствие, ощущать влияние, ощущать поддержку. То есть это очень классное, благостное состояние. Вот вы под крыльями высших сил. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.